Всем большой привет из Коми. В общем, перешел речку. Позади меня вода обмелела, река совсем маленькая стала. Короче, сегодня я решил сходить в поход. Просто прогуляться. Были дожди, может даже и грибы найду. Посмотрим. Также взял ведерко, ведро из-под майонеза. Хочу немножко набрать черники, попробовать на вкус. И потихоньку, помаленьку также буду в дальнейшем ходить в лес за черникой. Надо сделать небольшой запас на целый год. Скажем, в каждом походе, если по литр черники набирать, то 10 литров вполне достаточно будет. Много не надо. Погода сегодня тепло. Что-то пасмурно становится, возможно даже дождь будет. Посмотрим, недалеко схожу. Сперва здесь по сосновому бору побродим. И там все видно будет. Конечно, поблизости тут все уже пособирали. Сейчас мост через речку есть, люди ходят. Но надо все равно посмотреть. Вообще выход грибов есть или нету. Тут рощи, ни одной поганки даже нету. Ничего тут. Листва, смотрите, от жары или от чего-то. Очень много листвы уже упало. Как осенью. Но это, наверное, от жары все-таки. Вот. До черники не дошел еще. Увидел бруснику. Вот, пожалуйста, ягоды уже начали краснеть, созревать. Вот. И, между прочим, не мелкие. Такие вот хорошие. Немного. Черничное поле вон там, если спуститься. Ну, я здесь задерживаться не стану, сразу лучше пойду подальше. Потому что здесь поблизости мало что уже осталось. Вчера, с вчерашнего вечера уже в планах у меня было собраться и сходить просто на прогулку, на сбор грибов, ягод. Потом сегодня проснулся и, знаете, а не поехать ли на первую избушку? А потом так прикинул, надо еще собраться и поискать червей. И так спонтанно не люблю. Передумал. Лучше другой день, спокойно, с утра тоже соберусь. Вот поганка под мхом. Можно завтра даже туда и обратно съездить. Чисто порыбачить там, тоже чернику посмотреть. Но там черника-то есть тоже. Да и тут при желании можно найти. На грибов я не вижу. Слова совсем. Выхода, видать, пока нету. Ну вот и черника. Прошел-то немножко. Вон там я на ягоде вам включался, потом показал вот эту низину. И вот она. Ну, созрела уже. Хорошая синяя. Угу. И на вкус уже хороший. Прям уже настоящая черника. Угу. Вкус уже чувствуется. Уже есть вкус черники. Правда, чуть-чуть мелковато. Когда погода дождливая, она крупнее становится. Здесь перепахано все медведями. Один ходил тут медведь. Следы вам тоже показывал в своих фильмах. Но здесь пока
Иду по ягоде, потом уже возвращаться по дороге буду сразу. Даже мелких грибов нету. И, скажем, если собирали там, проверяли грибы, всегда, тут черники сколько. Вот, пожалуйста. Прям все в синева. Вообще не надо никуда ходить. Тут если спокойно набирать, вот сегодня комаров-то много. Вот. Вот так вот. Не буду топтать, стороной пройду. От черники, вот черничное поле небольшое. Отошел 10 метров. Ну тут проверяли. Я же думаю, кто-то нажимал так. Чик. Вон, видите, следы. Обычно так делают. Проверяют, гриб крепкий или нет. Но он хороший. Как назло, первым такой крупный попался. Нет, это он хороший, но он, знаете, вот. Если я его возьму и буду носить с собой, он превратится, я не знаю, как тряпка будет. Не, идем дальше. Становится интереснее. Чернику нашли, гриб. Один есть и без червей, между прочим, не мелкий. Так что есть шанс еще что-то найти. Вот я сейчас иду, и что-то все постоянно думаю о том, о сём. И сейчас в голову так пришло. В городах, в каждом городе практически есть парк. Тоже лес, скамейки, беговая дорожка. И если вот так прикинуть, у нас вот этот Яголь очень похож на тот же самый парк. От села недалеко. Сухое место, красивое место. Место лавочек. Вот, пожалуйста, такие бревна. Устал, посидел, подышал воздухом. Просто вдаль посмотрел, сидя. Смотришь и, знаешь, все дурные мысли из головы вылетают. Просто о хорошем думаешь, расслабляешься. То же самое вот. Вот один в один. Сравнить, если с парком. Там низина, там сыро, там, между прочим, тоже чернику можно посмотреть. Нет, я пойду, конечно, дальше. Схожу еще. Но этот Яголь уже говорит о том, что грибов, ребят, нету. И тишина, ветра сегодня нету. Очень душновато на улице. Знаете, вот если вот в таком месте на Яголе собирать чернику, то черника намного, десятки раз вкуснее, чем вот, скажем, если я соберу вон там в низине, в сыром месте. Черника на Яголе очень вкусная, слаще, крупнее, вкуснее. Ну, по крупности это спорный вопрос, конечно. Где-то крупно, где-то тоже и разные сорты есть черники. И брусника тоже где-то вкусно, где-то совсем кислая. Нету грибов. Нету. За этот путь только одну штуку увидел. Даже все, от поганки все это высохло. Из-за жары. Но хотя дожди сейчас были, и тут все сыро. Нормально так. Ладно. Идем дальше. Тут, ребят, муравьи что-то собрались. Вот они. Мне тоже любопытно стало. Я никак не могу понять, что они там нашли. Такая живность. Вон там еще какой-то кусок. И тут. Прям шевелят. Смотрите как. Хотят унести, может. Давайте попробуем, посмотрим, что там может быть.
Там объели уже все. Шершень. Или что это может быть? Так голова чья-то. Начали охранять. Да, вот думаю, какое-то это насекомое летающее. Вот голова и там туловище. А там остатки машины ездят на мотоциклах. Еще интересно. Тут кряква живет. В прошлый раз, когда я шел, я уже не стал включаться. В траве крякнула кряква. Выводок, наверное, тоже тут. Ну, самое интересное место для них. Вот водоем такой, скажу вам, тянется, может, еще куда-то туда идет. Для них достаточно будет. И кормовая база, видать, хорошая. Здесь вот такое вот открытое место. Все залито водой. Под травой там вода. Вот, пожалуйста, вот видите. Везде вода. Они ходят тут, везде по каналам. Могут на дорогу выйти. Чуть дальше там большие лужи. Ну, здесь очень даже маскировка хорошая для них. Вот, тут тоже перерыли все. Тут ровная сухая дорога была. И здесь такой мостик организовали на мотоциклах. Вот тут. Сотни раз уже тут ездили. Ну, сейчас сезон ягод. Очень много морожки собрали. Сейчас чернику собирают. Я так думаю. А кто-то и на рыбалку ходит. Ездит. Люди не спят. 2 человека. 1 мужчина. 2, наверное, женщина. В сыром месте. Может, морожку собирают. Идем дальше. Беспокоить не станем. Спрашивая, ягоды есть? Там кричат, как обычные люди. Что собираете? Много уже собрали. И как на рыбалке клюет. Ага. Да, вдвоем. Да, 2 человека. Ну, семья. Походу. Муж с женой, может. До нашего столика у Таежной реки где-то половина пути осталось. 3 километра примерно я прошел, свернул от основной дороги. Здесь такой волок идет. Там дальше Ягель тоже большой. А я хочу здесь посмотреть чернику. Вот тут. Видел 2 косачей. Прям как взрыв получилось, как они так взлетели, очень громко, сильно громко. Серые были, черного не было. 2 видел, ну максимум 3 может там было, не больше. И взрослые птицы. В прошлом году вот тут я тоже собирал, пару раз приходил. Да, и что-то неохота туда дальше идти. Грибов нету. Ради ягод, думаю, здесь возможно тоже наберу. Если оставили, тут мне немножко хоть. То сбор ягод идет полным ходом. Там небольшая низина, там гляну. Рассказываю, ребят. Рюкзак там оставил. Пятачок такой небольшой нашел с черникой. Это уже 2-е ведро. Вот оно. 1-е ведро набрал. В общем, ходил туда-сюда, туда-сюда. Вообще нету. Потом вот сюда я пришел. Прям сразу наполнил ведро. И тут, вот видите, очень много. Ну как много? Не такой большой участок, но если подряд я буду собирать, я думаю, наберу
Здесь это ведерко из-под майонеза. Вот. Потихоньку, помаленьку. И вроде как не мелкая здесь черника. Крупноватая такая вот. Хорошая. Упругая такая вот. Прям плотная. Также попадаются места, где есть брусника. Но она белая-белая. А, вот тут уже красная, между прочим. Вот она. Вон. Еще, конечно, чуть-чуть не созрела, но уже краснеет. Но в основном, конечно, после первых заморозков они сладкими становятся. А до этого так. Кислоту из него делают, принимают. Принимают на приемке, потом морс и вообще какая-то кислота. Для чего? Для каких нужд это все делается? Не могу сказать. Но слышал, что какую-то кислоту делают. Может для пищевую какую-то, может еще. Вот. Ну, потихоньку, помаленьку собираю. И буду чай пить. Кофе взял с собой. Вот так вот. Хорошая черничка-то. Прям отлично. Хорошо, что я нашел этот участок. Пришлось бы ходить искать. А здесь наберу. Даже быстро. Прям сразу вот. Крупная она быстро наполняет ведро. Любое. Хоть даже из-под майонеза. Или 5-литровая, без разницы. А когда мелкая, ну ты собираешь. Прям настроение падает. Очень долго приходится собирать. Ну все, ребят. Я ягоды собрал. Что запланировал, получилось набрать. Из-под майонеза 2 ведра брал с собой. Хотел 5-литровый бидон взять, потом передумал. И для первого раза вот это все вполне достаточно. Вот. 2 ведерка, вон какие они. Крупные, хорошие. Сейчас буду пить кофе. Взял с собой свои огурцы с теплицы, хлеб. Ну и кофе еще в термосе. Сейчас быстренький перекус. И уже буду выходить, обратно идти домой. Грибов нету. Здесь тоже вот яголь место. И там дальше идет яголь. Вот такие вот, как сказать, как островки тут. Низина, яголь, вот так. В основном здесь выходят подосиновики. Но сегодня их точно тут нету. Так что сейчас чай попью, кофе имею в виду с молоком. И уже отвлекаться на сбор грибов я не стану. Тем более на ягоды. Хватит на сегодня. Кофе попил, сразу веселее стало. Бодрее себе стал чувствовать. Потому что мне уже хотелось пить. Вот. Душно сегодня. Душно, ребят. Очень тяжело. Тяжелый воздух.
какая-то испарение, наверное, влага идет, и я... Ну, от ветер где-то чуть-чуть, даже и не слышно. Лесовозы там ездят по трассе, лес вывозят. Полный штиль. В общем, буду выходить, минимум включаться, обратный путь там снимать. Не знаю, как получится. Отвлекаться на грибы, как и говорил, не стану. Вот. Еще какие-то птицы, стая птиц подлетала. Очень осторожно. Она, это дикие голуби были. Штук 5 или 6 даже. Хотели сесть на вершинке деревьев. Меня, наверное, увидели, там, собирая ягоды. И сразу оттолкнулись и улетели в ту сторону куда-то. Помните, ребята, вот тут лужа. Я вам рассказывал, что тут кряква живет. И сейчас на обратном пути увидел следы. И это похоже на утку. Вот она. Выходили, на берег ходили тут. Я думаю, это следы утиные у кряквы. Ну, здесь выводок есть. На улице такая жара. Обещают плюс 35 сегодня. Поутру на небо так смотрел, озвучивал там пасмурно. Тыры-пыры. Вообще не думал, что так резко все изменится. Жарит солнце капитально, конечно. Вот это да. Вот. Я иду потихоньку. Вот тут лужа. Я и говорю, они в траве живут тут. Следы свежие. Вот. Здесь ходили, вот тут они. Вот видите. Кормились. Ходят, кормятся. Ночью на дорогу выходят. Жуков собирают. Личинки всяко разные. Вот тут они где-то и спрятались, наверное, в траве. Так что хорошо, что я с утра сходил в лес. Потому что сейчас в середине дня невыносимая жара будет. Ветерок поднимается. Вот. Сегодня или завтра обещают до 15 метров в секунду порывы. Но сегодня 35. Там даже значок красный. Это уже перегреться можно. Я на крыше сейчас работал. 33 было. Это жестко. Это очень жарко. Вопрос такой был в комментариях, почему я не езжу на мотовелике, который я на велосипед ставил такой двигатель. Несколько раз я вам видео снимал, ездил позапрошлом году. И года 3 назад, наверное, поставил я этот двигатель. Получается, в прошлом году, наверное, еще ездил один раз до шалаша. И все. На этом мои походы закончились. И не будет на мотовелике. Потому что, ребят, у меня очень сильно болят колени. Когда я кручу велосипед, педали, как ни крути, хоть с двигателем, в некоторых местах приходится крутить. Во-первых, очень сильно болят колени во время движения. И во-вторых, велосипед очень сильно трещет. Амортизация, я имею в виду. Позвоночник тоже не выдерживает. Вот. Так что все, я отъездил на велосипедах. И с мотором, и без мотора. Лучше пешком. Или на трицикле. Пешком потихоньку, помаленьку. Все равно дойдешь. А на мотовелике это не мое все. Так что вряд ли, наверное, увидите походу на нем. Не хочется трястись там.
возраст берет свое. У каждого разное здоровье. Так что смотрите, пешие походы и на трициклях. И на трицикле. Вот. Я уже на подходе к реке. В общем, буду заканчивать сегодняшний поход. Спасибо вам за ваши просмотры, за ваши хорошие комментарии и за поддержку лайками. В общем, ждите новые фильмы, новые походы. Как получится, также буду выходить в лес, снимать вам природу Коми Республики. А на сегодня все. Всем пока. Николай тут, его лодка тоже в лес куда-то ушел. Гладиатор. О, хорошо. Вот это жарит сегодня, капец. Река высохла. Шесть и 2 лошадей. Где-то 1,70 м глубина.